Всем приветики. Ну что, Старый Город находимся мы, улица Амосова. Такой турникет, что надо обходить. Ага, сейчас обойдем. Вон там я вижу уже празднование идет. Таким вот образом обходим. Тут восстановленная часть города в центре. То есть это вот как вот тут дома были в старом стиле все сделаны. Ну, естественно, это перестроено все. Вот эти деревянные, каменные дома. Вечером тут, наверное, включат подсветочку. Я так предполагаю, и будет красивее. Ну, а пока сейчас 12 часов. Вот, первый час. Женщина идет. Наряженная. Видите, какие дома раньше в Якутске были. Красивая архитектура, да? А тут еще какие-то лавочки поставили. И там что-то проходит. Интересные у нас конкурсы. О, так кидают что-то там. Смотрите. Ох. Уже блины кушают, я смотрю. Тут фотосессия. Поехали. И раз, два, валенки три. Кидают. Точно? И кто у нас? Ничья, что ли? Вот, да? Вот победитель. Ну, люди есть, да, люди есть. Несмотря мороз, сегодня по 30 градусов. А мороз. Раз, два. Разойдись. Поехали. Посмотрим, И как раз, они кидают. два, три. Ух ты! Почти ничья. Спасибо вам, девочки. А мы продолжаем нашу программу. Масленица, масленица, дай блинком полакомиться. Прогони от нас метели, прокати на карусели. Растопи холодный лед, пусть весна скорее придет. С широкой масленицей вас поздравляет женский ансамбль русской песни «Руна». С этой стороны посмотрим на людей. Смотрите, здесь у нас, вот где Кружало, непосредственно торговые ряды. И скульптуры ледяные еще. Да. Чисхан и Харчана, да, якутский Дед Мороз и Снегурочка. Вот такие вот. И кресло, вот можно тут сфотаться. Это мешок с подарками, я так думаю. Вон Мишка видим.
у нас снимают, вон, ходят. Так, и тут еще что-то интересное есть, да? Так, это я уже снял. Вот туда пройдем, глянем. У нас тут продажи. Идут рыбка. Смотрите, рыбка. Вот тут даже есть цены. Цены есть все, пожалуйста. Карасики. Вот. Покрупнее, подороже, помельче, подешевле. Так, ну а тут у нас ну, какой самовар прикольный. Тут можно чаек попить. И вот хот-доги, да? Так, а там еще тоже продают что-то. Давайте пойдем глянем. Тут у нас шашлычок продают. Ух ты. Ну нормально так. Вот уголек у них все есть. Дровишки. Прикольно, да? Шашлычок-то покушать. Вообще зачетно сейчас. Ох, дровишки. Вот это. Ну, хорошо. Да, сегодня морозец такой конкретный. Мне рука уже подморозилась. Давайте пойдемте зайдем с вами вот в это вот здание. Кружало называется. Оно тоже восстановлено все, как раньше было. Смотрите, такие вот ставни здесь все, решеточки кованые, все как надо. А вот здесь вот ресторан Махтау. Тут обычно фотосессии устраивают у нас, потому что такой вид очень таки. Смотрите, да, какой рыба. Так, сейчас заходим, с вами греемся. В здании там тоже там что-то должно быть интересное. А здесь вот кто покушал блинов, видать, с калориями, кому не холодно, стоит, танцует. Зашли, здесь переодевал. Целая ярмарка. Там сцены, что-то. Мячики запотели. Слушайте. Столько людей, столько якутские ножи продают. Так, давайте сейчас быстренько пройдем, посмотрим, что чего. Тут сколько мастеров, а? Все вот такие маленькие даже продаются. Побольше. Слушайте, мне куда-то надо наверх, по-моему, забраться и сверху снять, потому что народу очень много и сложно входить, что-то возможно снять. Якутские ножи, они известны во всем мире своей прочностью. Это обувь, тапки продают. Конечно, кому надо такие ножи, в Якутск приезжайте, покупайте, очень большой выбор. А это, смотрите, какой вот это да. Так, здесь идет якутский нож, гордость народа, написано. А это, я так понимаю, наряд, да? Древнего
Bu derehine min bıstapka çağırır edereyi pollakına bu götürüğü gelen turar onuhuklar bugün kendileri bir kötü sektorlara böyle gün buluğa. Onun kündü doğuttur bu bıstapkanı kötü pekat, müçüdü pekat, körün sığın alan katıslığa tüherim. Buleler bu boyuklu bıstapka büyük çıkçal oluna sürün okullara oluktıra. Kündü doğuttur bu bıstapkanı iligitten tutar göz kömüllenmet. Bu kabahanızda gelen çıkıhan artıskala yüzeyekte tütsü. Onunla videozlarda kömüllenir. Her sodur geminin bu muhulları bilgin bozbol tügerin kötürü görüyor. Камусы Sana kadar Муравот Никита Михайлович Протодиаконовы очень интересные. Gündüzüyle değerli külüklerin damarında sodur geminin bu düğüne soyunakların ahtarı isteyektir. Интересная ложечка такая, лопата. Посуда. Чай. Какие, смотрите, оригинальные. Из керамики. Головные уборы. Здесь, пожалуйста, деревянный столик. Шахматный столик, смотрите, в шахматы играть. Прикольно. Табуреточки складные, смотрите, какие. Светильники вот можно. А вот это рыба. Строганину с помощью таких штуковин делают. Вот такая вот тут территория сейчас здесь внутри здания. Сейчас я попытаюсь наверх, сверху панораму снять. Aras kemede, aras tahundan terehenlere uydalları bulanlar. Bu kenitten, olumlu tümüklemedi kendine, olum tutarı Dmitri Alexey Ilisevich Kulakovskaya atынан Народтар тоғырдығылырын жерлерігер ұтындары бұланылар. Бүгін 5 жылға гостиная залығар әне сақасының темір ұстара 2 сүрінті үргені тәрейектері, түріктері. Бүгін сақа дәгіттер бастың күхағын әне күхары. Никогда телефон будут көрінесіздер күтігер ғырабыт, дәриетчілер сүкбіт малығын әппетіне сүкбеттер. Так, ну что, пойдемте сверху поснимаем.
Быйылгы ан бәхестігілін ұллары билейді, Дархан Уызса қасереттемір ұстарын сүрім выставкатын спонсордара. А-групп Хачаттан мөдеттермесі әқтерінде генеральный директора Николай Никентьевич Акимов. Учур Пулт аналмағығының салаячыта Юрий Николаевич Большаков. Рекламная группа генеральный директор Солбуячы Юрий Агитович Дарбасов. Так, забрались наверх. Вам сверху снимаем. Здесь вот выставка вот этих работ, видать, премированных, которые очень красивые. И вот непосредственно продажа идет. Торговля, разные мастера выставили свою продукцию, изделия. Народу сколько, да? Вот. Зал Кружало. Тут проходят различные мероприятия, в том числе он и банкетный зал. Ну, сейчас вот здесь продают. Выставка продажи. Ну, а здесь в самом Кружале на втором этаже магазины многочисленные по продаже ювелирных изделий. Они все вот так вот по кругу идут. Сделано в Якутии. Вот можно зайти посмотреть здесь, что есть. Путеводитель по Якутску, планеры. Новый год еще. Китайский, кстати, не кончился Новый год. Но я смотрел в Москве вчера, даже елки не убрали пока. Такие вот красивые здесь изделия различные. Изделия из кожи. Вот очки защитные. Такие вот. Чтобы слишком глаза не слепило. И тут книги про Якутию, 100 лет республики. Вот. Календарь продается. Вот такие маленькие сувениры. Можно здесь приобрести на магнитиках, увезти на память с Якутии. Наклеечки, магнитики. Календарь отрывной, открытки. Вот сколько тут всего. Еще один магазин. Так, вот здесь вид сверху. Что-то там идет. Ну, давайте зайдем сюда еще посмотрим. Изделия из камня. Картины. Различные интересные. Смотрите, какая работа. Камни. Кружка каменная. И ювелирные изделия различные. Очень много. Какие все необычные здесь вещи. Очень много. Изделия из янтаря даже, да? Смотрите. Розовый кварц. Ну тут, по-моему, можно любые камни найти. Чароид. Смотрите, это мамонт. Сценка. Представляете, это с мамонтовой кости или оленя. Вот, может, комбинированная какая сценка. Первобытные люди охотятся на медведя. Вот. Да, тут много изделий всяких разных.
Мамонт. Смотрите, встреча медведицы с медвежонком. Все-таки сценки интересные. Красиво, конечно. Смотрите, какая красота, О, что-то мне жарко уже стало. Чароид. Такой вот камень. Чароид в Якутии добывают и различные вот эти вот чароита часы. Представляете, на стол вот такое поставить. Недорого, 150 тысяч вот такое. Ну, по нынешним ценам я считаю, что это вообще недорого. Тем более это работа неповторимая. Так, давайте пройдемте с вами на ту сторону. Еще здесь личные для рыбалки магазины. Пожалуйста, тут вон вот что есть. Палатки, одежда. Ну и вот еще ювелирный посыпала. Золотая империя. Так что здесь практически все есть магазины ювелирные, что в Якутске. Так, ладненько, все, давайте спускаемся на улицу. Смотрим. Что там, как празднование Масленицы у нас происходит. Танцы продолжаются.
конкурсы здесь. Итак, дорогие наши участники, Что-то внимательно слушаем правила и условия игры. Сейчас будет звучать музыка, и ваша задача, вы должны угадать эту музыку. Так, тут музыка будет. Нежелательно мне, конечно, это снимать. Калинка, аплодисменты. Может Так, забанить. идем дальше. Следующая композиция под Гадать номером. надо, что за музыка играет. Ну, это все знают. Правильно. Пожалуйста, В таком погромче. духе Итак, мои помощники мне помогают. проходит. Первая, да? Хорошо. Я встану сюда, чтобы Хорошо, хоть внимательно на вас небольшие тут смотреть. Итак, фрагментики. поехали. Композиция под номером 3. Что продолжается здесь торжество Масленицы. Ну а мы пошли. Подзамерзли уже сегодня, не так тепло. Масленицу запретили сжигать уже несколько лет. Я вот успел еще, когда ее здесь сжигали, вот на этом самом месте, я снимал, у меня есть видео, и там можете, я, наверное, ссылку сделаю, можете посмотреть, как это проходило, сжигание масленицы. А сейчас уже все, пожарники запретили. Какие у нас здания, еще чуть-чуть поснимать. Елочки. Ну, снега у нас не как в Москве, конечно. Это вот все, что за зиму выпало. Тут гребли, наверное, да? Поэтому у нас такие зимы малоснежные. Угу. У нас тут получается с одной стороны хребет Верхоянский, который, в общем-то, не мешает проникновению каких-то облачных туч. А с другой стороны континент. Так что пока эти облака доходят до Якутска, они успевают где-то все выйти. Поэтому у нас тут суховато. А вот это Комдракмед здание. Здесь алмазная выставка бриллиантовая есть, очень интересная. Кто приезжает в город, пожалуйста, вот здесь вот можно позвонить туда, договориться. Автострок, пожалуйста. Вот так раньше город Якутск был отстроен весь, ну, естественно. Стена была, все из дерева. И вот такой вот острог. Город Якутск, напомню, основан был в 1632 году. Вот еще торговый дом. Я еще помню, когда маленький был, тут это здание, оно было оригинальное. И оно так вот не высоко на сваях не стояло. То есть я помню, мы заходили прямо с улицы туда. А сейчас, вон, смотрите, какие ступеньки тут высокие. Но внешне архитектура вот это восстановлена. Сейчас здесь различные магазины, рестораны, украшения, часы, золото. Историческое здание универмага. Вот такие были окна большие. Все это сохранилось оригинальное. Но это где-то послевоенная постройка уже. Соответственно, на сваях уже сделано, поэтому, в общем-то, ей вот эта вот проблема не должна грозить. Ну и мы подошли с вами к площади Ленина. Сейчас немножечко зайдем на нее, посмотрим. 3, 2, 1, пошли. Смотрим под ноги. У нас гололед, поэтому надо осторожненько ходить. Оп. Ну и вот сейчас вот новая, вот это вот уже год. Такие вот стеклянные СРГ, канавязи поставлены. Красивые. Вечернее время они, естественно, все подсвечиваются.
На каких-то вот тут чероны, видим, да, установлены. Там подальше крайне это головы лошадей. А здесь у нас на этом вот такой вот. Там сложно разобрать, но сейчас с другой стороны повторяется. Мы посмотрим там, что это такое. А, это бриллиант, я так понял. Ну и здесь вот такая под наклоном идет площадка. Тут что-то зеленая травка должна, газон быть. Ну, сейчас туда, естественно, нельзя проходить. А здесь вот отгорожена вот эта вот территория сухого фонтана. Вот здесь вот он летом работает. Так что тут и люди приходят с детками, и вот можно тут постоять, посмотреть на этот фонтан. Он, кстати, музыкальный, светомузыкальный, очень красиво бывает. Вот такая площадь восстановленная, напротив памятник Ленина. Кстати, она разделенная у нас получается. Раньше это была одна площадь, называлась она площадь Ленина, а сейчас вот эта часть, это площадь Республики называется. Это вот площадь Республики. А с той стороны дороги проспекта Ленина, там площадь Ленина. Вот таким образом. Ну что, было приятно для вас поснимать. В Якутске еще морозец, хотя в принципе уже можно немножко кататься и на лыжах, и на коньках. В парке, кстати, в парке культуры и отдыха. Там на прокат, я смотрел, выдаются лыжи с ботинками. Так что сейчас весна у нас, да? Надо ходить немножечко воздухом, дышать в лес, на лыжах, на коньках. Есть ледовые парки, туда можно ходить, на 202-м микрорайоне. И еще в 2 местах, по-моему, насколько я знаю, ледовые парки есть. Так вот катаются здесь детки. Морозец еще хороший в Якутске. Ух, у меня руки стынут. 22 февраля. Температура на улице, напомню, минус 30 сейчас. Ну, вот детики катаются, несмотря на такой холод. Кстати, вот еще включение небольшое. Сейчас у нас стали очень популярны шаурмы, вот эти, шаурма. Несколько точек уже в городе. Ага, соответственно, вот от души. Как бы цены демократичные, поэтому пользуются довольно активно спросом в Якутске. Другие вот закрываются, а я смотрю, шаурма вот много довольно открылись в городе. Ну, один бизнес меняется на другой, более выгодный, который приносит доход, потому что, ну, сами понимаете, сейчас цены-то у нас подросли. Все, никак не могу закончить это видео, да? Это перекресток улицы Орджоникидзе и улицы Курашова. Видите, как там красиво написали, разрисовали у нас все это дело. Вот это здание общественных центров, там профсоюзы, Федерация профсоюзов республики находится. Выстроено взамен старого здания, которое сгорело. Вот там дальше ГАЗ. Вот я вам сейчас приближу. Вот это ГАЗ. Билетики продают. И вот это здание Аэрофлота. Видите, что в этом доме? Шахматный клуб, оказывается, есть. Вход со двора. И вот тут старая еще хрущевочка. Одни из первых построек. Первые этажи вот так вот сделали.
Как-то некрасиво все-таки вот эти трубы, все. По идее, тут маленечко надо центр города немножечко покрасивее сделать. Вот тут, допустим, смотрите, был же какой-то магазин такой невзрачненький, одноэтажный. Вот сделали, смотрите, как красиво. Вот такое здание. Ну, красивее, чем было, естественно. Хотя тоже, конечно, не такое все, как это говорится, обычная, да, плитка вот эта. Что-то она не работает. Вот я ошибся немножечко. Смотрите, аэрофлота символика осталась. Как бы сейчас тут авиакомпании Аэрофлот нету, но здесь сидят авиаторы в этом здании. Авиаторы республики. Тут кафе есть, столовая, трапеза. Вроде бы она работает, не обанкротилась. Как много у нас сейчас заведений, вот эти, которые торгуют. Общепит закрылась. Даже у них цены какие-то тут невысокие. Интересно. Вот оно какое здание. Сейчас ГАВСа было. А когда-то это был такой обычный домик какой-то. Такой четырехэтажный. На первом этаже там продавали билеты. Помню, там такие очереди были. До этой все еще. Сейчас-то онлайн можно покупать билеты, а раньше приходили, занимали очередь пораньше и туда шли, стояли там по несколько часов. Так, ну что, я что-то никак это видео не завершу, поэтому вам еще поснимаю площадь Орджоникидзе. Там остались ледовые фигуры, елку уже убрали, а ледовые фигуры остались. Это здание Сахатеатра. Здесь такое большое. Это еще снять вам здание Арктический институт искусств народов Арктики, Севера, там народные промыслы. Так далее. Ну, все, мы сейчас выходим на площадь Орджоникидзе. Вход в театр. И вот здесь вот ледовые скульптуры по периметру стоят. Еще раз посмотреть на них. Может, кто-то не видел. Но я снимал в самом начале, как только сделали, да? Тут уж международный конкурс был. Ну, сейчас вот инеем все. Инеем занесло. Единственное, что сейчас нету подсветки. Здесь по мотивам сказок. Вечером еще подсветочку включат. Это в целом довольно симпатично. Еще вот этот снежок с них сдуть. Вот этой воздуходуйки же есть такие. Было бы интересно. Тут, пожалуйста. Вот это вот команда Китайской Народной Республики. Вот тут авторы. По-английски, пожалуйста. Вот такую скульптуру они здесь изготовили, соорудили изо льда. Так что приходите, пока они тут стоят. Еще, наверное, месяц, полмесяца будут. Потом их уже уберут. Сказка о золотой рыбке. Вот старик, а вот золотая рыбка. А где тут это? Нету, да? Еще старуха, разбитая корыто. Царевна лебедь. Буратино. Пиноккио. Пиноккио. Какой Пиноккио. Да, я бы, честно говоря, поздувал бы. Ну, так, бережно. И такая есть, знаете, щеточка такая для стряхивания пыли. Тоже можно было ей как бы вот
эти вот осадки немножко убрать, потому что, смотрите, тут насколько виртуозно сделано. И вот это снежком-то припорошило, и деталей не видно. Шикарные, конечно, скульптуры. Вот. Потому что в Якутске холод у нас, да? Еще будет он и март стоять, поэтому скульптуры долго сохраняются.